На прошлом уроке мы говорили о множественном числе. Сегодня мы продолжим разговор об аффиксах лар, лер. Мы с вами уже знаем, что эти аффиксы имеют абсолютно одинаковые значения. Разница только в мягком и твердом произношении. Если быть конкретнее, то аффикс лар присоединяется только к твердым словам. Например, кала, калалар, города, кар, карлар, снега, ай, айлар, месяцы, тау, таулар, горы. Если вы были внимательны, то, наверное, заметили, что последний звук корня, к которому присоединяется аффикс лар, должен быть или гласным, или обязательно согласными р, и, у. Мягкий аффикс лер присоединяется только к мягким словам. Например, көше, көшелер, улицы, өр, өрлер, подъемы, и, үйлер, дома. И в этих словах последними звуками должны быть либо гласные, либо обязательно согласные р, и, у. Итак, мы с вами уже знаем, что созвучие звуков в основном слове и в аффиксах является проявлением закона сингармонизма. На следующих уроках мы поговорим о других аффиксах. На сегодня все. Сау болыңыздар!